многого не просим, но всю любовь и заботу отдаем родным людям. Прекрасная дочь, заботливая жена и самая дорогая сердцу мама. Сегодня каждый спешит поздравить любимых женщин, выбрать тот самый парфюм для нее или самый красивый букет в цветочной. 8 марта – это проверка на чувства и заботу. Конечно, главное не подарок, а внимание. А вот как его оказывают, тоже играет огромную роль. Сегодня во всех магазинах с самого утра собирают подарки любимым женщинам. Они играют особенную роль в судьбе каждого и заслуживают внимания не только 8 марта. Традиционно в этот день самым востребованным презентом остается парфюмерия. Она позволяет и порадовать обладательницу, и создать образ, отражающий характер родного человека. В основном сегодня женщины покупают парфюм, а также боксы с декоративной и уходовой косметикой. Предпочтение также отдают аксессуарам и различным украшениям. Цветы, куда же без них? Это особенный символ любого праздника, а уж тем более весеннего женского. Алые розы, желтые тюльпаны или мимоза. По опыту продавцов традиционно в топе самых востребованных цветов остаются классические розы и весенние букеты. Цветы, как хорошее настроение и парфюм, идут каждой женщине. На 8 марта обычно берут весенний цветок. Это тюльпаны или еще какие там сейчас вот раскрылись. Роза, конечно, королева всех цветов, но она бывает круглый год. У нас, смотря сколько положишь цветка. Один цветок стоит 250 рублей, плюс оформление гипсофила, потом папоротник у нас есть. Ну, все, что есть, делаем красивые букеты. Дорогие женщины, любимые женщины, с праздником вас! Всех благ вам! Выбирают, как правило, сердцем. Каждый букет по-своему прекрасен и подходит для самой прекрасной половины человечества. Среди покупателей в основном женщины. Лучше нас никто не знает, как важно внимание. Фатима Матиева традиционно приходит порадовать родного человека. Прежде всего маме. Мама привыкла, она человек старой закалки и привыкла к тому, что в этот день ее поздравляют хотя бы букетом цветов, поэтому я решила не нарушать традицию и поздравить маму, ну и дорогих мне женщин. Я хочу сказать, что этот праздник, он может быть в нашем понимании не такой уж и праздник, как говорится, но никогда не лишнее оказать внимание своему близкому человеку. Это просто повод немножко доставить ему радость и получить улыбку. Это все. А вас сегодня поздравили? Поздравляли целый день. Скажите, по-женски приятно сегодня получить? Приятно, конечно. Пусть по телефону, но все равно это очень приятно. Внимание – это всегда хорошо. Я сегодня пришла покупать тюльпаны. Мама очень любит тюльпаны. Я хотела поздравить ее с 8 марта. Всех женщин поздравляю с 8 марта, с женским днем. Ты каждый год покупаешь маме цветы на 8 марта? Да, каждый год. Какие она любит больше всего? Она очень сильно любит тюльпаны, но также она любит розы. А ей приятно, когда ты поздравляешь? Да, очень. Самые теплые пожелания и красивые слова звучат сегодня в адрес миллионов женщин в нашей стране. Их миссия гораздо важнее. В первую очередь, женщина-хранительница очага, мать и просто человек, который умеет любить, сострадать и всегда находить время для родных людей. Сегодня я поздравляю всех женщин с этим прекрасным праздником. Она играет особую роль в нашей жизни, ведь она мать, сестра, дочь, супруга. Желаю всегда оставаться такими же прекрасными. Издревле на их плечи ложится огромная ответственность воспитать достойное поколение, наставлять своих детей, хранить домашний очаг. Я считаю, что поздравлять наших мам и сестер и близких нам всех людей нужно не только 8 марта, но и каждый день. Дал могуш мяшлил дольше и разохдызахал чинвахар. Поздравила всех своих близких и хочу поздравить ваших телезрителей. И вас хочу поздравить с 8 марта. Пожелать самое главное, чтобы мы были счастливыми. Я считаю, что подарки надо дарить женщинам каждый день, а не только на 8 марта и в день рождения. На 8 марта я жду цветы. Всегда. Они меня очень радуют. Какие любимые? Но любимые пионы, но их, к сожалению, в марте еще нет. Поэтому радуют абсолютно все первоцветы, очень нравятся. Время еще есть. Поздравить можно не только 8 марта. Женщина заслуживает внимания каждый день. Хотя бы потому, что на ее плечах лежит огромная ответственность. Рина Цычоева, Хамзат Халухоев. Новости 24.